Хотелось бы обратиться к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Что у нас происходит в маленьком городке, городе Абакане по республике Хакасия. Также хотели мы все обратиться в Следственный комитет к председателю Бастрыкину, в Генеральную прокуратуру Чайки, видеоканал «Человек и закон», чтобы они нас услышали, нас потерпевших по таксисту маньяку, который убивал, насиловал девчонок. Я сам лично потерял свою дочь. Пойдет разговор насчет следователей Кандаурова Антона и Попова Алексея. В 2012 году, в июне месяце, этот таксист-маньяк убивает Анну Ложкову. В 2013 году, в апреле месяце, за тяжкое преступление изнасилования, попытка убийства, задерживается этот таксист Лебедь. Но при каких обстоятельствах его отпускает, сама потерпевшего видит его в Следственном комитете 2 раза. На тот момент у потерпевшей был следователь Кандауров. Как его отпустили, он совершает следующее преступление в марте 2014 года. Тут следователь Попов. То же самое за тяжкое преступление. Следующее на преступление он идет в июне 2014 года. Следующее преступление в феврале 2015 года. Также тут у него находится следователь Попов Алексей. В августе месяце 2015 года таксист опять совершает преступление. 26 марта 2016 года уже еще совершает преступление. В 2016 году опять этот нелюдь задерживается органами внутренних дел. Но опять же, почему-то он остается на свободе. После следующего преступления по Оксане Литвиновой, который то же самое изнасиловал, убил, был задержан. У меня вопрос, на каком основании вот этот следователь Попов и Кандауров отпускали этого таксиста-маньяка? Вот у меня тут собралась небольшая группа поддержки. Я еще раз хочу обратиться, что я сказал выше указанного, чтобы вот эти следователи не ушли от наказания, хотя на них уголовные дела заведены, но я общаюсь с этими потерпевшими, что-то они говорят, они могут от наказания уйти. И тот факт, по Яковой Литвиновой, которую он убил, изнасиловал девушку, я встречался с отцом вот накануне буквально. Он сам не может прийти, он себя неважно чувствует, но по поручению его он, как говорит: Виктор Николаевич, я доверяю тебе, скажи от моего имени. В июне 2015 года теряется Якова Наталья Викторовна. И что вы думаете? Мы ею поисками занимаемся. В 2014 году с деревни Райково теряется девушка Патрикеева Виктория. Следственный комитет, обнаружив останки
У Патрикеевой неблагополучная семья, выпивающая, ну не то слово, что выпивающая, вызывает родителей и по одной кроссовке определяет, что это их дочь. Мы тут свое время тратим, эту девушку хоронят, а выясняется, я об этом давным-давно знал, но я просто на публику это не вытаскивал. Сейчас с разрешения отца могу вытащить. Вместо Патрикеевой они хоронят Якову Наталью, которая потерялась в 2015 году. Я задаю вопрос Следственному комитету. Говорю, как так у вас это произошло, что вы хороните не того человека, не сделав ни ДНК, ни экспертизы. Взяли, просто закопали, как безродную там получается. И что вы думаете, Следственный комитет мне что отвечает? Понимаете, Виктор Николаевич, в 2015 году типа таких у нас лаборатории не было. Ну, это не мне только рассказывать. Еще раз хочу подчеркнуть, мы просим помощи, поддержку у президента Российской Федерации, у Владимира Путина, у Следственного комитета России, у Генеральной прокуратуры России. Программа «Человек и закон», чтобы вот эти следователи, Кандаруров и Попов, не ушли от наказания. Мы будем спокойны тогда, когда они сядут на скамью подсудимых рядом с этим нелюдям. Это получается, что они прямое отношение имели к этим преступлениям. Девушки, которые женщины изнасиловали, говорят, что там в прокуратуре, когда я была, а это такие вот неблагополучные женщины, которые попались, мол, на это самое. Нет, мы знаем одну из многих женщин, молодых совсем. Вот осталось 2 детей. Хорошая женщина, но у нее был праздник. И попалась она в такое время. Почему так получается, что этот человек, маньяк, насилует женщин, молодых девушек, и оказывается, не он виноват, а девушки виноваты. Пусть ответят, как так? Следователи ловили его. И почему его отпускали? Все. Я мама убитой девушки Баргаяковой Анастасии. И я хочу, чтобы вы нам помогли, и чтобы эти следователи получили свое наказание по закону. У меня 2 внука остались без мамы. И я осталась без дочери. Помогите, пожалуйста, накажите их. Я вас очень прошу. Все. Я хочу сказать, что нам страшно дальше жить, растут наши дети. Что будет дальше, не знаем. Такая халатность органов, это просто ужас. Столько лет девочки погибали, были изнасилованы, и никто ничего не мог сделать. Точнее, не хотел, потому что все факты были налицо. Везде фигурировал таксист, просто на разных машинах. Мы хотим, чтобы обратили внимание на наш Абакан и помогли нам разобраться в этом деле. После повторной эксгумации череп отправили в Москву. Результат пришел, в общем, отрицательный. Я засомневался. Моего лесного череп отправили, искусственный череп. В общем, сдал анализ на ДНК. Наши местные хакасские эксперты, дали ответ, что не представляется возможным определить между мной и черепом родство. И информация для жителей Хакасии. Наше бюро ДНК, получается,
Ну, для бизнеса, видимо, я так думаю. Пока все. Также хотелось бы дополнить, во всех этих эпизодах везде фигурирует такси-шашечка, такси-шашечка, такси-шашечка. Есть даже услуги такси, откуда вызывали потерпевшие машины. Некоторые потерпевшие говорят уже госномера этих автомобилей, но МВД не может задержать это. И второе, что вот по этим всем, буквально по всем потерпевшим, эти следователи унижали, издевались, ну, в грязь втаптывали. Это у них, по-моему, психология такая. Ну, просто относились изверски. А потом, после этого, под их диктовкой, якобы они писали отказные материалы, что никаких претензий к этому Лебедю, никаких претензий нет. И он орудует с 2012 года и задерживает только в 2017 году. Также к выше всего перечисленному я обращался по видео, по нашему местному, к депутатам, к хорошим адвокатам. Мы будем стараться, чтобы уголовные дела этих следователей пустили на перерасследование. Это, понимаете, свой следователь допрашивает своего следователя. Это, конечно, 150% уголовные дела по этим следователям. Это, наверное, написано очень мало. Хотя наш Следственный комитет должны были, я так понимаю, не я только, что на допрос этих следователей следователь должен быть не наш, а приглашен со соседнего региона, там, Красноярский край, Кемеровской области, но не допрашивать, как свой следователь допрашивает своего следователя. Почему я такие выводы делаю? Я вам приведу пример. Благодаря передаче «Человек и закон» у нас здесь по Хакасии, вот буквально 2 месяца тому назад, молодого парня обвиняли по наркотикам. Родители, близкие постарались сделать так, били во все колокола. Приехал адвокат с передачи «Человек и закон». Понимаете, я просто был в шоке, когда этот адвокат разрушил все уголовные дела наших следователей. Понимаете, там-то оказалось ни одного обвинительного заключения против этого молодого парня, ни одной зацепки не было. Понимаете, а суд прошел, ему приговор, осудили его на 11 лет, этого молодого парня, на 11 лет. Это вы понимаете, всю биографию его испортить по ходатайству вот этого адвоката с «Человека и закон». Верховный суд Хакасии отменил этот приговор, и парня отпустили на свободу. Ни за что неповинного человека садить на 11 лет, ну, это переполняет эмоции. У меня просто слов нету. И по уголовным делам следователя, я думаю, также все произойдет мягко, и они уйдут от наказания. Почему мы обращаемся в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, президенту нашему Российской Федерации, Путину, Владимиру Путину, чтобы вот такого не произошло. И к передаче «Человек и закон» обращаемся. Конечно, им очень большое спасибо, что этот парень молодой сейчас
на свободе. Понимаете, я вот с 15 года веду свое расследование, с 15 года, как потерялась моя дочь. У меня информации очень-очень много, понимаете. Я столкнулся с неравнодушными отношениями ко всем потерпевшим. Все документы у меня есть именно по потерпевшим, как к ним относились. Ну, просто издевательско. Еще раз я прошу помощи, чтобы эти следователи не ушли от наказания.